Мы собрали автопробег за Беларусь, за Сирию, чтобы поддержать наш братский союз с Сирией. А что вы за организацию представляете? Патриоты белорусы Октябрьщины. Когда мы поддерживали нашего президента в 2020 году, нас было видно. Так. Где те, кто поддерживает президента своего в Сирии, я не понимаю. Прывітанне. Для жыхаркі Гомля Натальи Пяшевіч сітуацыя 2020 года стала адмысловай кропкай адліку. Жанчына ведае, што можа адбыцца, калі не бараніць свабоду і незалежнасць сваёй краіны. Так пісалі дзесьці ў інтэрнэтах. Аўтапрабегі, акцыі, салідарнасці з іншымі патрыётамі, валанцёрская дзейнасць – усё гэта стала сродкам выказвання сваёй грамадзянскай пазіцыі. І, дарэчы, Наталья Пяшевіч была на Донбасе, куды адвозіла гуманітарны груз. Чаму ў нас у краіне Донбасу дапамагаць можна, а Кіеву нельга? Чаму Наталья адстойвае свабоду і незалежнасць Беларусі і не хоча свабоды і незалежнасці для Украіны? Давайте разберемся. Пачаў я размову за ситуацию в Сирии. Я не вижу там людей, которые поддерживали реально своего президента. Если у нас были люди, которые реально поддерживали, и нас далеко не 3%, то мы за август-сентябрь показали, что у нас не 3%. Нет, так в 2020 году Змагары тоже показали, что их не 3%, а он сколько повыходило? Ну, так они как вышли, так и назад зашли. А, ну так это потому, что их набили всех. Нас же не били. Мы бы тоже, я бы тоже не высовывался, если меня избивали и в тюрьму сажали бы. А, то есть вот такая у вас политика. То есть наших били, да? Не, били Змагаров, а наших не били. Ну, так я же говорю, у нас Змагаров били, да? Вот среди ваших есть, которые получили там опыт? Ну, смотрите, этого Александра Тройковского убили вообще. Да? Выстрелом, да. Да? Это который пошел напрямую на ОМОН? На Риге? Не знаю, пошел или не пошел, но убили, это факт. Ну, так я вот спрашиваю. А что бы он им сделал, если бы пошел? Вот что бы он сделал вооруженным людям? А зачем он вообще к ним пошел? Объясните, пожалуйста. Почему он не пошел к тем, кто на Риге, останавливал общественный транспорт, выводил со строительных объектов ограждения, выкатывал мусорки? И что, Почему он не пошел к тем и не сказал, а что вы делаете с нашим имуществом, который был построен и создан за наши налоги? Знаете, мы уже не можем его спросить, потому что его убили. Ну так вот у меня тоже вопрос. Знаете, когда ко мне пришли люди в 2020 году, взорвали почтовый ящик, который потом, как оказалось, взлетел так, что если бы в этот момент уходили мои дети, если бы этот человек шел бы на меня, я бы тоже спокойно в него выстрелила. Сделал? Ну, кто это сделал? Те люди, которым очень не нравилось, что я езжу с белорусским флагом и что у меня на балконе висит белорусский флаг. Так а вы считаете, так нельзя делать? А, то есть так можно делать, да? То есть прийти взорвать у меня мое имущество, повредить при этом автомобиль взрывом, это нормально. Ну, Змагаров уже убивать можно тоже? Я еще раз говорю. Ну, я тоже говорю, Змагаров убивать можно, так а патриотов тогда нельзя. Змагаров. Ну, идите защищайте Змагаров. Помните, как уходил Лукашенко, кричали на тракторном заводе? Ну, как покричали, так и дальше пошли. Когда толпу накручивают, она вас способна кричать все, что угодно. Ну, а теперь решились, освободили рабочие места? Освободили рабочие места? Разве за политику можно увольнять? Вы мне для чего позвонили? Какой вы нахер патриот? Почему вы ругаетесь? Потому что я слушаю вас, и мне сейчас только одно возникает. Знаете, съездите в Сирию, покажите, какой вы там патриот. Я не знаю, как вы любите свою страну. Меня вот абсолютно, честно говоря, не подстрикнет никакая Сирия. Мы любим страну, но не любим Лукашенко. Ну, это ваша проблема. А я все, что имею частный бизнес, 20 лет работая на себя, я заработала при нем. Я другого президента не знаю. И живу я в доме, который заработала, и меняю машины на своем бизнесе, заработая здесь. Так вам Лукашенко помогает зарабатывать. И мои дети здесь учат. Мне Лукашенко помогает? Да, тем, что он создает условия, законы. И я, как честный предприниматель, не стала миллиардером. Но я вполне себе заработала на все, что я имею. И посмотрела мир, и поездила, мне никто этого не запрещал. Он Бабарыка тоже зарабатывал. Да. А вы не знаете, что каждый второй предприниматель города Гомеля приносил откат в Белгазпромбанк, чтобы ему давали дешевый процент. А Бабарыка себе в руки получал, деньги. Понимаете? Он распоряжался этими суммами. Простите. Так а Лукашенко так можно?
Лукашенке почему можно откаты дяде давать? Феде можно прийти, ему скажут, обычному дяде Так. Феде, который хочет семью свою кормить, Ну, ему почему придут и нельзя? скажут, мы дадим тебе процент 30, по 30. А почему придет дядя Вова, заплатит бабарыке, блядь, 5 косарей в руки, и он скажет, я тебе дам по 2%. Вот видите, какие проблемы у нас. А это ж Лукашенко распустил такую коррупцию, что Бабарыка до такого вот дожился. Это при Дожился. Тот, Лукашенко... кто хочет как в ушной сковородке крутиться, тот и будет крутиться. И будет Вот и воровать, Лукашенко и будет крутится, вот он и выкручиваться. воруется, и Вы знаете, я выкручивается. жила в 90-м в своем Гомеле и И видела, как что? мы боялись выйти, как у нас стояли Банда автомобили на Морозова парковках, была, да? когда мы приходили в ресторан с мужем, и у нас специально был с нами парень, водитель, который нас подвозил, уезжал на нашей машине. И потом за нами приезжал, потому что мы машину не могли нигде оставить. Это Когда просто... я ехала на таможню на Украину, я могла за взятку решить любой вопрос. Когда ко мне останавливали гаишники, я могла решить любой вопрос, не обращаясь никуда. И я вижу, какой порядок сейчас. И А все, сейчас что за сейчас взятку есть, решить нельзя проблем никаких. нельзя. Идите попробуйте, еще вы сядете. Понятно. Попробуйте, идите на таможне или какому-нибудь А чё ж за взятки дайте. милиционеров сажают? Вон Я не знаю, ну так вот, Климовичах поэтому их и недавно. сажают, потому что он дурак. Они ж берут взятки, значит можно? Ну, простите, вот поэтому их и сажают, а раньше их никто не сажал, и они все А брали. про них же никто не рассказывает, и даже патриоты Беларуси не рассказывают, как сажают этих милиционеров. Слушайте, если человек дерьмо от рождения, то он и будет пытаться крутиться. Так а что не Понимаете? показать Только это раньше всем я и могу сказать, что у нас что в органах, Кому кто у это нас должен милиционеры показывать? У нас достаточно расследований, которые идут в населению официальных показывать. доступах. Они ж Читайте, стесняются смотрите. этого. Я же Кто звонил стесняется? я в районку местную звонил и говорю, чего вы не показываете этого подлеца, взяточника? Они говорят, а нам не довели эти сведения, мы не будем, пока нам не Ну так пришли. если у вас на районке сидит дерьмо трусливое, так это его проблема. Вот, Простите, если у правильно. молочка была громкое дело, так и про него знают все. Вот так вот им, правильно, молодцы. Я вас поддерживаю. Вот видно, что настоящий патриот. Дерьмо в этих газетах сидит и нам реальную информацию не доносит. Он как дроны-шахеды залетают на нашу Слушайте, если территорию. не доносит Никто не один, рассказывает. то сегодня есть 338 источников. И тот, который сидит на диване, ни хера не делает, ему не донесли информацию, ему письмо личное должны направить. А Ну, сейчас на нас налетают дроны-шахеды. Почему никто про это не говорит? что нигде не говорит. Если у меня от дома он взорвался, так везде публиковали. И никто не скрывал, что это был российский дрон. Вон в Калинковичах взорвался. Так женщину арестовали за то, что ее камера наружного наблюдения засняла это. У нас в Гомеле никого не арестовывают. В Гомеле летали, и мне звонили снимали. даже с России, что у вас там происходит. Ну. И все видели, все было в открытых источниках. И И никого что? за это не оштрафовали. И что, в Советской Беларуси про это писали? Везде была информация, даже по телевизору Я это что-то не показывали, видел, я не сказали. знаю, где Ну вы так если что. вы не видите, это ваша Хорошо, проблема. так, а что сказали, как с этим, почему они летят вообще? Потому что мы находимся недалеко в приграничной зоне, где идет война. И любое оборудование. Вы что, не видели? Вы откуда падаете вообще? Вы что, не видели, как в GPR меняется? Ты находишься в Гомеле, а у тебя показывает, что ты Чернигов? А точно так же украинцы говорят, я сегодня утром проснулся, а у меня в навигаторе стоит, что я Гомель. То есть это еще одна способ войны. Вы с какой тундры? Люди специально меняют GPS-навигация направления для того, чтобы шахеды терялись. Так мы же миролюбивая страна, кто на нас насылает эти дроны? Вы адекватный? Или у вас со школьным курсом математики проблемы? Я Или еще мы раз не вам мирная только что страна? сказала. Исправляют специально в навигаторе. Кто в космосе, исправляет? в космосе. Женщина, вы успокойтесь, вы Дедушка, возьмите... вы такой тупой из-за плинтуса. Ну кто? Россияне исправляют или кто? Идиот какой-то, ему объясняют, предисправляют GPS-навигацию специально в космосе. Блин, ты просыпаешься, у меня даже в Гомеле такое было, что я просыпаюсь, у меня навигация показывает, что я в Киеве. Люди с Украины говорят, мы проснулись сегодня, у нас навигация показывает, что мы в Чернигове, а в Гомеле. Это нужно быть дураку, чтобы не понять, что за спутников специально меняют направление, чтобы все эти терялись в навигации. Ну, так а кто исправляет? Кто конкретно? И что дальше? Кто конкретно Война исправляет? рядом идет. А точно так же и в Польше говорят, что залетали ракеты и перехватывали. Это война. Так это техника. У Ну, нас прилетела она тут. Хорошо, в 5 километрах от границы. Так а нам же говорят, что у нас мирное небо. У нас же говорят, что у нас мирное небо. Где у нас и мирное небо. Ну, прилетел он рядом.
Как летел, так и дальше бы полетел. Если бы Александр Григорьевич не дал команду перехватить и сбить его, и не Это разбирался, он это дал русский или команду украинский. перехватить. А если бы он не дал, то бы он бы и полетел бы дальше. Во-первых, ты знаешь, куда он летел? С Украины на Россию или с России на Украину? Откуда я знаю, куда он летел? Ну так и все, это ваши А чё проблемы, он что на вы не Беларусь знаете. А если мне упал? было интересно, то я узнала. Он в Беларуси упал. Куда он летел, я не знаю. Он не упал, его сбили. Тем Господи, более. 2 класса образования разговариваешь. Тем более сбили. Что-то Это ж надо пытаются было тут за Сирию это рассказать. ж надо было Всё, до потратить. свидания, мне не интересно. Слухая таких патріотаў, у мяне нарадзілася песня. Зараз паслухаем. А Наталя Пішевіч, дарэчы, потым навела пра мяне справкі і вось што сказала. Мне было просто интересно, кто вы. Естественно, что я приложила усилия, чтобы это узнать. Я не успела посмотреть ваш сайт. А не надо, он экстремистский, вам потом могут... Мне Да, ничего не будет. Вы наказать. не знаете, что в Беларуси можно смотреть? Нельзя подписываться, нельзя писать комментарии. А смотрите, пожалуйста. Глядзець экстрэмісцкія рэсурсы можна. Не проста можна, а трэба. А зараз песня. Только песню трэба глядзець на маём канале Рудабельская паказуха. Вось тут будзе ў кутку спасылка. Рэдактар павінен быў уставіць. Так надо. Жыве Беларусь, да сустрэчы ў эфіры.